Достар саба яйны devam ете, біз кенеде студияда инанамыз ки сіз бізге енді чоқтан қошылдыңыз. Егер де тек шымды сізні селямлаймыз ве хатырлатамыз ки бүгін халқара студентлер күні қайдетіле. Велбеті ки шу жүмледен студиямызға студенттерні давет еттік ве оларының аяты ақында сізге тариф еттіжекміз. Elbette, hürmetli dostlar, tamam bugün bizim stüdyamızda Fevziya Kubov adına Kırım Mühendis Pedagogika Üniversiteti'nin stüdentleri Elnara Osmanova, Ruslan Gasanov ve Kurtveli Abibulayev. Karşılayımız. Selam алейкум. Селям алейкум, хош келдіңіз. Как вы, ребята? Как настроение? В общем-то, хорошо. Хорошо. День студента празднуете? Да, с соблюдением социальной дистанции. Да, без этого сейчас. Да. Это самое главное. Сегодня мы собрались для того, чтобы вы рассказали нам, да и всем телезрителям, о том, по какой специальности вы обучаетесь, как вообще проходит студенчество. Вот и хотелось бы сразу немножко сакцентировать внимание. Да, Эльнара, вы у нас студент Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова. По совместительству у вас должность председателя профсоюза обучающихся студентов. Так дальше вы член молодежного парламента Республики Крым. Да. Когда вы это все успеваете? Успеваете, когда вы это все? Ну, в принципе, у меня довольно-таки много свободного времени, но не стоит забывать, что в первую очередь я студентка факультета истории и искусств, государственного языка и литературы. У меня направление изобразительное искусство. То есть в целом с 8 до 3 я больше уделяю внимание парам, а уже с 3 и до остального времени я уделяю общественной жизни. Да, следующего утра. Я уделяю внимание общественной жизни нашего университета, также общественной жизни нашей Республики Крым. То есть студенты у нас активны и представлены везде, помимо студенческой жизни, активно участвуют и в жизни республики в том числе. Конечно, в этом году молодежное правительство будет сформировано, исходя из тех студентов, которые активно принимали участие как в тяжелые времена нашей республики, так и в более легкие, потому что будут создаваться новые кадровые ресурсы и будет формироваться новое управление среди студенческой среды. Это будут будущие госслужащие, муниципальное управление и так далее. То есть перспектива для развития у нас всегда есть. То есть есть возможность проявить себя еще в студенческую пору и стать серьезным специалистом. Не обязательно быть юристом, адвокатом. То есть вот я художник, у меня направление культура и межнациональные отношения. Также по остальным направлениям у нас есть ребята, которые работают в нашем молодежном правительстве. Замечательно. Руслан, Куртвели, мы знаем, что вы тоже активно участвуете в жизни университета. Расскажите нам об этом подробнее и тоже о направлении, на котором обучаетесь лично вы. Куртвели, давайте с вас начнем. Я обучаюсь на инженерно-технологическом факультете на кафедре автомобильного транспорта. На данный момент магистрант 2-го курса. Также по совместительству я работаю на кафедре автомобильного транспорта специалистом по учебно-методической работе. Ну, тоже с утра я посвящаю больше времени работе до 5 часов, а после рабочего дня уже более глубоко ухожу в учебу. То есть у вас немножко наоборот получается. Вы днем работаете, вечером учитесь. Ну, больше получается, да. Вот такая разнообразная студенческая жизнь. Руслан, вы? Ну, я учусь на том же факультете, что и Ильнара, только по направлению история. Вот, совмещаю это все с активной студенческой жизнью, а именно с медиацентром, который создался в нашем университете. У меня нет особенного какого-то графика, у меня все происходит быстро. Пары и по совместительству общественная работа. Всё, Параллельно, то есть, вместе, да. Как хочешь, так и успевай, как говорится. Студенческий медиацентр, немножко о нем расскажите, пожалуйста. Ну, это, скажем, новая платформа в нашем университете. Будет создаваться пресс-служба из 25 человек, которые пройдут курсы, которые покажут себя, как-то проявят. И в дальнейшем вот эти вот 25 человек, это единая команда, будет освещать всю студенческую жизнь нашего университета. Ребята, вот мы видим, что вы представлены в различных сферах, активно участвуете в жизни университета Крыма. Вот по вашему мнению, современный студент, современный студент России, Крыма, каким он должен быть? Он должен ограничиться,
должен ограничиваться только учебой. Так ли это? Естественно, как показывает наша практика, самый активный студент тот, который успевает все совмещать и при этом пойти погулять, поспать и на все остальное, в принципе. Могу сказать, что это можно с легкостью сделать, если правильно нормировать свой день, как-то распределять какие-то свои некоторые обязанности, также подключать новых молодых специалистов. Ну, обучение новых кадров и создание своей команды тоже непосредственно на это влияет. Куртвили, по вашему мнению, какими навыками нужно обладать? Вот современный Чтобы студент. стать специалистом, например, вот так скажем. Ну, мне кажется, что нужно всего понемножку, нужно успевать и обучаться, и развлекаться. Так, самое главное, в рамках вашей специальности, да, то есть вот той профессии, которую вы уже параллельно выполняете с учебой, да, что входит в вашу профессию, в вашу должность? Ну, в мою должность, мои обязанности входит больше методическая работа, это работа с бумагами, больше. То есть готовите на документальную базу, да, ваша? Ну, в частности, да. Замечательно. Почему в свое время выбрали для себя именно это направление учебы? Направление учебы, потому что я с детства любила рисовать, и, в принципе, искусство это Творчество, всегда было да? мое, да, это оно уже с детства какие-то задатки у нас были. А потом уже придя в наш университет, я посмотрела на работы других более старших курсов, мне очень понравилось направление дизайн интерьера, и сейчас, собственно, по этому направлению я и продолжаю учиться. Попыталась попрактиковаться в этом, но все-таки чуть-чуть времени не хватило, я думаю, пока буду просто учиться. Руслан, вы почему решили стать историком? Мне тоже с юности очень нравится история, вот эти вот древности. Вот. И в нашем университете довольно сильная историческая кафедра, я это и знал изначально, когда поступал. И действительно там работают квалифицированные специалисты, и довольно интересно обучаться в данном факультете. На раскопках были? Да, конечно, целый месяц. Замечательно. Замечательно. Куртвили, у вас тоже был осознанный выбор кафедры и направления обучения? Да, я до этого тоже был наслышан на этой кафедре, и у меня есть родственники, связанные с данной профессией. У меня был с детства интерес. Династия, да, такая семейная уже? Ну, можно сказать и так. И связанные с автомобильными перевозками. Вот на данный момент я работаю над магистерской программой. Моя тема – организация управления автомобильными перевозками с помощью электробусов в городе Симферополе. На данный момент экологическая проблема не только в Крыму, но и во всем мире. И электробусы смогли бы снизить экологическую нагрузку на Крым. Опять же, тут не только студенческая, да, как бы работа, а такая Ну и общественно научная. важная, да, общественно важная научная Очень работа. важно. Что бы сегодня хотели пожелать всем студентам? Ну, в первую очередь, я бы хотела пожелать, чтобы студенты наши не боялись брать на себя какие-то ответственности. Все-таки это формирует в нас такой характер, такой стержень, и что в дальнейшем им очень сильно пригодится. Помимо связи, помимо становления себя как личности, это еще эмоции, впечатления и какой-то опыт работы. Ребята, вы бы что пожелали всем студентам Крыма и России? Я бы, наверное, пожелал им больше активнее развиваться, участвовать во всяких мероприятиях, чтобы, как говорится, потом было что вспомнить о своих студенческих годах. Да, действительно, сколько лет студенты тратят на учебу, и трудно потом осознавать, что ты все эти года потратил лишь на ту специальность, на которой ты учился. То есть надо развиваться в разных направлениях, чтобы потом выйти не только хорошим специалистом из университета, но и отличным человеком, коммуникабельным и так далее. Личностью Да, полноценной, да, что было, что потом действительно вспомнить. Мы, в свою очередь, желаем вам успехов. Для кого-то достойной защиты магистерской работы, для кого-то продолжения развития медиацентра. Ну и, конечно же, Эльнара, мы ждем вас в парламенте, может, чуть повыше, да? А кто знает, как будет дальше. Да. Посмотрим. Поэтому всем вам успехов и, конечно же, побед во всех начинаниях. Çok sağ olun. Hürmetli dostlar, yayınımızın devamı etemiz ve elbette Nef BTK kısmımızın beraberlikte seyretemiz.